Добрый день! С вами отдел литературы на иностранных языках Национальной библиотеки Республики Коми и я, Ольга Демиденко. Ровно 10 лет назад, в апреле 2010 года, Организация Объединенных Наций учредила День испанского языка с формулировкой для празднования многоязычия и культурного разнообразия. Ежегодно 23 апреля отмечается этот праздник в честь классика испанской литературы Мигеля Сервантеса, создателя романа о хитроумном идальго Дон Кихоте Ла-Манчском. Сегодня речь пойдет об авторе, о его герое, о его многочисленных перевоплощениях в искусстве и, конечно, об испанском языке. Мы назвали нашу беседу «Каникулы с Дон Кихотом». Каникулы с Дон Кихотом. Глава 1. Конец XVI – начало XVII века, Испания, королева морей, могущественная империя. На троне Филипп III, король беспечный и расточительный. Конечно, он тратил деньги на развлечения, но не чурался и книг. Говорят, однажды он шел по улице и заметил юношу, студента, с книгой в руке. Юноша читал книгу и хохотал во все горло. Недолго поразмыслив, король сделал вывод: этот студент либо сумасшедший, либо он читает Сервантеса. Совершенно невозможно написать произведение, которое удовлетворило бы всех читателей, поговаривал Сервантес. Но, похоже, ему это удалось. Мигель де Сервантес Сааведра, всемирно известный испанский писатель, современник художника Диего Веласкеса и драматурга Лопе де Веги, лучших представителей Золотого века, периода расцвета искусств в Испании. Выходец из семьи обедневших дворян, молодой Сервантес не был известен в Мадриде при дворе. В годы противостояния с Османской империей он вербуется на войну с турками, участвует в одном из самых кровопролитных сражений и получает тяжелейшее ранение, от которого его левая рука остается навсегда парализованной. Далее его полк расквартирован в Неаполе, и Сервантес предается литературе. Спустя год новое приключение. В Средиземном море его судно захватывают пираты, и Сервантес оказывается в алжирском плену. Спустя долгие 5,5 лет он выкуплен из плена и мечтает уехать в Америку. Чуть позже встречает прекрасную Каталину Паласиос Салазар, которая младше его на 18 лет, и он женится на ней. Работает коллектором, налоговым инспектором, попадает в тюрьму по сомнительным доносам и так и не наживает достатка. Первая часть Дон Кихота выходит в Мадриде в 1605 году со многими опечатками. Сервантес продает права на свой роман без большой надежды на успех. Самый большой его гонорар – это 2 серебряные ложки. Спустя 9 лет некий самозванец публикует продолжение Дон Кихота, и это подстегивает Сервантеса написать вторую часть. «Для меня одного родился Дон Кихот, а я родился для него. Ему суждено было действовать, мне описывать. Мы с ним составляем чрезвычайно дружную пару». Второй том выходит за год до смерти писателя. Ветеран войны с боевыми ранениями, один из столпов испанской литературы, окончил жизнь в нищете. За несколько дней до смерти 69-летний Сервантес постригся в монахи. Создатель Дон Кихота умер 22 апреля 1616 года и был похоронен 23 апреля в монастырской церкви в Мадриде. Только спустя 399 лет, в 2015 году, после долгих поисков, гроб с инициалами М.С. обнаружат испанские археологи. Поэту, ветреному и мечтательному, недоставало житейского умения, и он не извлек пользы ни из своих военных кампаний, ни из своих произведений. Это была душа бескорыстная, не способная добывать себе славу или рассчитывать на успех, писал один из биографов Сервантеса. Судьба романа была счастливее, чем судьба его автора. Роман написан в 2 частях, даты публикации 1605 и 1616. Первое издание появилось в Мадриде, когда Сервантесу было 58 лет. С этого момента начинается триумфальное шествие Дон Кихота по Европе. Лиссабон, Валенсия, Брюссель, Милан. В 1612 году Дон Кихот переведен на английский. В
1614 год, на французский. Подсчитано, что с начала выхода романа и до середины XIX века он выдержал в Испании не менее 400 переизданий. Появилось 200 переводов на английском, 168 на французском, 96 на итальянском, 80 на португальском, 70 на немецком, 13 на шведском, 8 на польском, 6 на датском и 1 на латинском. Сегодня Дон Кихота читают на 145 языках мира. И число изданий, переводов и пересказов для детей продолжает расти. Первый перевод на русский язык был сделан Василием Андреевичем Жуковским, но не с испанского, который в России тогда не знали, а с французского. Дон Кишот ла-Манхский, сочинение Серванта с переводом месье Флориана. Современному читателю роман известен в переводе Николая Любимова 1951 года. Оригинальные иллюстрации создал художник Савва Бродский. В Национальной библиотеке Республики Коми имеется множество изданий романа в разных переводах. Есть версия в коротком пересказе для детей, а также адаптированные книги для чтения на испанском языке. Всемирная слава Дон Кихота достигла и Востока. Юбилейным подарком к 400-летию выхода романа стала публикация японской манги по мотивам похождений рыцаря и его оруженосца. Выглядит японский Дон Кихот как типичный романтический герой, а его друг Санчо Панса как стройный белокурый юноша с небесно-голубыми глазами. Но в Японии популярность этого персонажа сыграла с ним странную шутку. Предприимчивые бизнесмены назвали в его честь сеть магазинов дисконтных продаж «Дон Кихот», а в народе просто «Донки». Всего в стране около 160 таких круглосуточных магазинов, где можно купить абсолютно все, от детских игрушек до мебели. Согласно Институту Сервантеса, по количеству переводов и тиражей книга о Дон Кихоте соперничает с Библией. К тому же насчитывается более 50 экранизаций. При этом примерно 40% современных испанцев роман никогда не читали. Такой вот национальный парадокс. Каникулы с Дон Кихотом. Глава 2. Откуда родом герой Сервантеса и каков его портрет? Место действия романа, как следует из имени героя, историческая область Кастилия-Ла-Манча со столицей в городе Толедо. В некоем селе Ла-Манчском, которого названия у меня нет охоты припоминать, не так давно жил-был один из тех идальго, чье имущество заключается в фамильном копье, древнем щите, тощей кляче и борзой собаке. Так начинается повествование о Дон Кихоте. Команда исследователей из Мадридского университета Комплютенсе потратила почти 10 лет на поиски родины Дон Кихота. Специалисты из более чем 20 дисциплин, таких как география, история, филология, социология, математика, информационные технологии, занимались доказательством гипотезы. Наконец, был сделан вывод о том, что родиной рыцаря может быть городок Вильянуэва де лос Инфантес в провинции Сьюдад-Реал. Сегодня здесь проживает около 5800 жителей. Неотъемлемая часть пригородного пейзажа – ветряные мельницы. Интересно, что в ходе исследования ученые даже рассчитали среднее время, которое Санчо Панса проводил в пути верхом на ослике. И по сей день испанские ученые неустанно занимаются поисками новых фактов не только из жизни автора, но и его героев. А художники соревнуются в создании неподражаемого облика Дон Кихота. «Бьюсь об заклад», — говорил Санчо Панса, «что в скорости не останется ни одной харчевни, гостиницы, постоялого двора или же цирюльни, где не будет картин с изображением наших подвигов». Классическими считаются иллюстрации французского гравера Поля Гюстава Доре. Фантастически подробные, комичные и трогательные одновременно. В 1855 году художник отправился в Испанию, чтобы напитаться местным колоритом и повидать места подвигов Дон Кихота. Гюстав Доре создал 370 иллюстраций к роману Сервантеса как в черно-белой графике, так и в цвете.
Испанец Пабло Пикассо оставил самый узнаваемый рисунок Дон Кихота и Санчо Пансы. По словам друзей, набросок был сделан за несколько минут и сразу же был опубликован в журнале «Парижские письма», как раз к 350-летию выхода романа в 1955 году. Другой неугомонный испанский гений, Сальвадор Дали, также с энтузиазмом рисовал отважного рыцаря, но подошел к этому очень оригинально, обстреливая чернилами из аркебузы металлические листы для литографий, а потом превращая кляксы в картины. Художник-сюрреалист из Мексики Октавио Окампо создал картину на основе оптической иллюзии и назвал ее соответственно «Видение Дон Кихота». Многим понравятся сказочные детские иллюстрации к Дон Кихоту в исполнении современного американского художника Скотта Густавсона. Анатолий Зверев создал образ Дон Кихота в своей авангардной манере. Шлем, надтреснутое блюдо, щит картонный, панцирь жалкий. В стременах висят, качаясь, ноги тощие, как палки. А это описание Дон Кихота в ранних стихах Маяковского. Кстати, Дон Кихот был второй книгой, которую наш поэт прочел в детстве. А наши каникулы с Дон Кихотом продолжаются. Каникулы с Дон Кихотом. Глава 3. Как Дон Кихот стал реалией всемирной культуры, так и многие реалии испаноговорящего мира проникли в другие языки. Поговорим о словах испанского происхождения. Когда Россия впервые обратила свой взор к Пиренеям на государственном уровне? В 1719 году российский царь Петр I писал своему посланнику в Гааге, князю Куракину: «Понеже ныне англичане в союз со шведами вступили, того ради надлежит вам всемерно гешпанской стороны искать». В XVIII веке с величайшего позволения императрицы Екатерины II испанцы начали основывать в нашей стране свои торговые конторы. Сегодня испанские бренды – часть мировой экономики. Россиянам должно быть знакомо имя генерала испанского происхождения Хосе де Рибаса, участника штурма Измаила, который верой и правдой служил императрице. Он также руководил строительством порта Одесса, а его именем названа центральная улица этого города – Дерибасовская. Сближение культур происходит через известные имена, но еще больше через языковые заимствования. Из испанского языка к нам пришли такие слова, как сигара и мачо, мохито и сангрия, аллигатор и чихуахуа, каска и сомбреро, мундиаль и эмбарго. Яркие проявления испаноязычной культуры – еда и танцы. Знаете ли вы, что блюда мексиканской кухни, например, внесены в список культурного наследия ЮНЕСКО? Колбаски чоризо, суп гаспачо, вкуснейшая паэлья, зажигательный фламенко, болеро и танго. Давайте попробуем такую языковую игру. Сейчас вам нужно будет угадать, что означают слова испанского происхождения – еду или танец. Первое слово в нашем списке – quesadilla. Что это? Еда или танец? Наверное, вам уже представляется жгучая испанка в мантилье, танцующая quesadilью. Quesadilla – это пшеничная или кукурузная лепешка, наполненная сыром и обжаренная до полного расплавления сыра. Это классический вариант. Но с начинкой можно экспериментировать, добавить овощи, грибы, колбаску или картофель. Главное не заворачивать начинку, а подавать лепешку, сложенную пополам, как бутерброд. Следующие слова загадки. Качуча и чекона. Еда или танец? Что-то с перчиком или что-то под музыку? На самом деле и то, и другое. Старинный испанский танец, известный с XVI века. Качуча – это еще и небольшая лодочка, поэтому при исполнении этого сольного танца тело раскачивается, как на крутых волнах, ныряя то вправо, то влево. Запомнить легко. Качуча – значит качка. Да, и обязательно нужны кастаньеты и звонкие каблуки. Very nice, good.
А чекону танцевали в сопровождении пения и стука кастанет. Позже этот танец станет плавным, церемониальным и будет принят при французском дворе. Этим же словом именуется музыкальная пьеса с повторяющейся мелодией. Известна, например, чекона, написанная Бахом. А как танцуют чекону солисты Испанского национального балета, заглянем на репетицию. De la compañía, Miriam Mendoza, del cual estoy muy contenta del trabajo que está haciendo, con los matices que a mí me transmitió mi maestra. Y estamos trabajando en la musicalidad, en el estilo que tiene, sobre todo la coreógrafa Victoria Eugenia. Y nada, estamos encantadas de reponer esta gran pieza de Chacona y disfrutando muchísimo, la verdad. Estoy eternamente agradecida a Rubén por haber confiado en mí y por supuesto encantada de trabajarlo con Maribel Gallardo, que es con la mejor persona que lo podía trabajar. Así que muchísimas gracias. Идем дальше. Сарабанда. Похоже на контрабанду. Еда или танец? Еще один старинный танец, который под влиянием строгой католической церкви превратился из подвижного, карнавального в торжественную церемонию, танец шествия, например, под музыку Генделя в исполнении учащихся хореографического училища. Устали от танцев, пора перекусить. Пасадобль. Так, нет, это опять танец. Пропустим, пожалуй. Учим следующее слово – севиче. Ну, это точно еда. Родина севиче – Перу, страна у побережья Тихого океана. Но любят севиче и в Мексике, и в Колумбии, и в Чили. Готовим блюдо так. Кусочки сырой рыбы или морепродуктов 15 минут маринуем в соке лайма. Добавляем красный лук, немного острого перца, а также сельдерей или кинзу. Все, можно есть. Со словом севиче разобрались. А что такое сальса? Еда или танец? Ну, это легко, скажут любители латиноамериканских ритмов. Сальса – это танец. И да, и нет, а вернее и то, и другое. Сальса по-испански – это буквально соус. Его вам подадут в каждом мексиканском заведении как закуску вместе с начос, кукурузными чипсами. Осторожно, зеленая сальса – крайне жгучее блюдо. Основные ингредиенты – измельченные помидоры, красные или зеленые, острый перец и сок лайма, а в дополнение годится все – лук, чеснок, каперсы, оливки, петрушка, кинза и немного оливкового масла. Но сальсу еще и танцуют. Как? Только вдвоем. Сейчас мы ненадолго вернемся к нашему Дон Кихоту, ведь ему тоже нужна пара. И это не Санчо Панса. Да, кажется, мы забыли о самом главном, о великой рыцарской любви. Ведь Дон Кихот не смог бы отправиться на подвиги, не выбрав даму сердца. Дульсинея из Тобоса, знаменитое имя. Однажды это имя остановило войну. В XVIII веке, когда наполеоновские войска вошли на территорию Испании в городок Тобоса, который они должны были обстрелять из пушек, они узнали, что это и есть родина Дульсинеи, возлюбленной Дон Кихота. Французы оставили город без единого выстрела. Город был спасен. А наши каникулы с Дон Кихотом пролетели. И вспомним, что в конце романа умирающий Дон Кихот – фигура трагическая, как у Маяковского. «Любовь, только в моем воспаленном мозгу была ты. Глупой комедии, остановите ход. Смотрите, срываю игрушки латы. Я, величайший Дон Кихот». А что в финале у нас? А мы танцуем сальсу. Это были каникулы с Дон Кихотом.
si esperando estás por mí. Margarita, te he amado a ti toda la vida. Sueño que tú has sido mía. Algún día te encontraré. The sun in her hair, the tropical air, the smell of the sea. With her next to me, she's got the touch that I ache for so much, my muchachita. It's more than her eyes, more than her voice, more than her smile that leaves you no choice. Straight from the pages of love she was born, Margarita. And if I could get back